Итак, сейчас попробуем пройти подземелье с вами. Вроде бы я все настроил, более-менее. Бля. Голос какой-то ужасный, динамик шипит. Секунду. Давайте уберем немножко. Должна стать лучше. Поехали. Бля. И вот, короче, ребята просят помочь им. Так. Наверняка они в лавленном подземелье. Вот, это будет, в принципе, одно из первых подземелий ваших, сложноватых. Ну, есть режим соло, есть всякие сложности, эпический, героический, элитный. И их уже можно будет проходить в таком, скажем, более-менее хорошем шмоте. Так, а что нельзя добавить-то? Вот лавленное подземелье. Там вроде как, если пройти его на героическом, да, не в лаве, на героическом уровне, то есть шанс выпадения золотого оружия. Но до тех пор, пока все ваши шмотки не будут крафтовыми, именно крафтовыми и зелеными, или вот такими сияющими, то вы не потянете их героически. Даже я сейчас вот с таким шмотом, мне будет очень там сложно. Даже если пачка будет такая же, как я, по шмоткам, нам будет сложно его пройти, героически именно. А элитный, в принципе, мы уже потянем спокойно. Ну вот я и хил вдвоем элитный потянем. А вот героически будет сложно. Разница между элитным и героическим очень большая. Это как один чувак весь в голубом, а другой весь в зеленом. Весь зеленый будет убивать голубого одним или двумя ударами. Такая же и там разница. Примерно. В принципе, там особо ничего сложного нету. Ну, когда проходишь на героическом уровне, нужно использовать также тактики. Просто так вы их не пройдете. Я, может, вам сегодня даже одну покажу из них. Так, где у нас славная пещера? Где-то снизу. Угу. То есть танк не сможет танковать, допустим, полубосса или босса, просто стоя на месте. Даже если он весь в зеленом шмоте. Только если
а прям уже фиолетовый и золотой. И хил нормальный, тогда да, он уже сможет стоять и просто танковать. Уже не раз это проверяли. Разница по хп между танком и там сином очень большая, вот реально. Раз 10. Может не 10, но раз 7, думаю точно. Это скорее все 10, если сильный танк хороший. Так, вот мы пришли, собственно, к входу. А разница именно по хп имеет в виду. Мы пришли к входу в подземелье. Тут берутся квесты каждый раз на подземелье. Они возобновляются после прохождения. Вот там наше подземелье. Вот, надо подождать, пока они выйдут. Пока они там проходят, я думаю, успею пройти сам. Обычная. Она проходит в соло, без друзей. Очень-очень легкая. Даже там на 10 уровне его можно пройти в обычном белом шмоте. Просто как бы ознакомительная. Вот. Но я пройду, не знаю зачем. Просто пройду, чтобы вы посмотрели. Даже 2 удара, слушайте. Целых 2 удара. Не ожидал. Я думаю, нужно будет 1 удар. Вот. Тут, кстати, самое опасное даже не босс. Ну, в некоторых местах. Ну, для кого как. Ну, допустим, если вы идете без танка, то вам самое опасное это будут не боссы. Ну, допустим, пачка из магов, просто 5 магов, могут спокойно пройти любого босса. Даже суперсложного. Но вот, допустим, ну это еще херня. В принципе, сейчас я их порублю всех. А вот когда вот сейчас вот будет место, увидите, вот, уже рядышком, там стоит толпа лучников, скелетов. И на большом уровне у них дамаг такой, что там буквально 1 стрела, пускай 2, и вы умираете. Если вы не танк. Да и танк тоже под ними жить не может. Вот. Вот 3 здесь. Или это не здесь? Вот сейчас здесь только 2 лучника стоят. Но на элитном тут уже будет это штук 5-6, и они будут очень больно бить. На героическом вы будете еще больше, и они будут еще гораздо больнее. И вы просто будете умирать от невозможности их убить. Вот. Но со временем вы их убьете, постаравшись по одному. Вот этого. Рукопашных как бы без проблем их можно водить, если умеете. Тренировали руки чисто свои. Просто по кругу водите. Так. Это был босс. Вот его тут нужно будет водить туда по коридору вперед-назад, не давая его вас ударить, иначе он вас шотнет. На героическом уровне даже танка там вроде бы с 2 ударов хорошего танка ложит. Ну, имею в виду вот такого, как я, по шмоту. Не говорю про супер задротов во всем фиолетовом, которые каким-то чудом уже выбили ЛГБТ честным и нечестным способом. Я как бы крафтер. Я по данжам. Я в данжах еще ничего не выбил толкового. Там только всякие золотые шмотки. Ой, голубые шмотки падали. Вот эти вот, они взрываются. И сразу же, если после них постоять буквально секунду 3, они взорвутся. Причем очень больно. То есть вас они тоже будут потом шурать на больших сложностях. Вот. Этих приручить нельзя. На большой сложности здесь будет огненная гонча.
так называется, похожа на пантеру огненную, типа огненную. Ее можно будет приручить. Я ее не приручал, но могу. И мы это сегодня, думаю, сами даже сделаем. Вот, огонь здесь дамажит. Больно дамажит. Прыгаешь через него и все равно поджигаешься. Нужно его обходить. Вот здесь. Тогда вы не подождетесь. У меня уже утро. Я ночь не спал. Что-то мне посреди ночи стрельнуло в голову. Почему бы не постримить для вас немножко? Ой, я сейчас так сгорю с такими темпами. О, он взорвался. Ну, идем к боссу. Вот босс. А сейчас мне все легко, потому что у меня большой уровень шмет. Даже бонус проседает как больно от моих ударов. Все. Выпало сердце. Огнеклюв, это такая птица. Ее можно приручить с помощью этого сердца. Я так понимаю. Мне даже надо же есть. Вот она. Сейчас вам ее покажу. Собственно, это и есть маленький данж. Он проходится так вот быстро. На ознакомление. Говори больше, это происходит. Хорошо. Когда зазвонит будильник, подойдешь, вот этот с маленькой тарелочки щавель туда выкинешь, и чтобы оно закипело опять. Чуть-чуть побольше. Хорошо? Хорошо. Иди. Я видео записываю. Вот это вот. Да. Это девка, это видео такое. Тебе не понять. Ты не забудешь, что бросить щавель и закипятить. Только чтобы закипело обязательно, и чуть-чуть покипело на ленточку. Так. Сейчас пройдем с ними подземелье. Почему меня не приглашают? Вот, взяли мы их в отряд. Позову всех, кто захочет, тут заходишь. Все, да? Идем, ребят. Так, надеюсь, они его сбросили. Ах, хотя нет, они же не проходили. Наверное, сложности. Че, я их не вижу. Что-то еще надо. Ну ладно. Тут есть какой-то НПС, который мне ни разу не пригодился. За все время вообще ничего не предложил, не продал. Возможно, что-то на ОБТ в этом подземелье добавят, и можно будет что-то у него получить. Так, вот видите, он нажал, получил Non-Target. Это клавиша Insert. Она меняет управление. Вот видите, классический режим и экшен режим. Классическим это Non-Target. Ой, классический это Target, а экшен это No-Target. Дот висит.
Когда умирает, вешается дебаф, да. Там уменьшается все. Вот, мы пойдем с ними. Хотя, не знаю, что за хил. Сейчас посмотрим, что за хил. Эх. Ну, давайте пойдем на F4, четвертую сложность. Чем больше сложность, тем больше шанс выпадения шмоток. Пятнадцатый левел меня ни хера не выхилит. Я вам скажу, ну как, он вот на этой сложности он не выхилит. Я типа как танк, буду в роли танка. А он в роли хила. Но по идее это подземелье могу пройти вообще без хилов, просто на баночках своих. Так, почему не заходят? Одна уже есть аспириночка. Даже их имена не знаю. А я просто дис. Опа, опять подарочек прислали, вот видите? Как приятно. Посреди ночи подарочек приходит, если ты онлайн. Вот опять херня какая-то. Без понятия, что это такое. Мне кажется, это баг, надо сделать скрин. И скинуть им. Надо познакомиться хотя бы. А то дружу с чуваком уже второй день. Мы даже не познакомились. Толк. Классика. Парень с девочкой. Все, что нужно в этой игре. Ой, мне будет тяжко, ребят. Ой, будет тяжко. За всех играть. Соло. Ну, ладно. Мой шмот вроде позволяет. Так, как видите, они уже не умирают с двух ударов. Уже нужно. Но все равно быстровато убивают. Могло быть сложнее. Выживают до второй комбы. Так, почему-то ничего не написали. Стоп.
Не знаю, слышите ли вы звук игры? Озвучка. Озвучка, в принципе, ну, именно боя нормальная. Просто музыка тихонечко, там что-то играет. Я тоже почему-то почти не слышу, надо погромче сделать. Так. Вот так вот. Так, что-то меня немножечко несут таргет. В общем, прицел бывает не захватывается. Не знаю, баг это или так должно быть. Что иногда цель не выделяется. И ты жмешь скилл, а он типа цели нету. Кого убить некуда. Да, это легко будет. Я чувствую. Можно было брать посложнее уже для меня. Все-таки я шмот поднял нормальный. Вот видите, лучников уже раз, два, три, четыре, пять. А мы их вот так вот. Оп. Блин. Ладно. Протанковали, короче. Так, секунду. Распределение трофеев такая штука очень важная. Так, все. Он автоматически ставится, типа кто взял, тот и съел. Это не очень. Вот когда... Ну да, боссик это как для меня сейчас обычный PvP игрок. Даже проще. Ну, дамажит мало, только ХП у него много. Именно на этом уровне. Потому дальше он будет дамажить как бешеный просто. Начиная с героического. Я уже не говорю про следующий уровень. Легендарный и эпический. На ОБТ будет еще такой эпический. Пускай не открывает. Стоп. Эти яйца нужно все уничтожать для квеста, который берется там. Но если вам опыт нужен, а на ОБТ опыт будет нужен по-любому, там уровней будет очень много. Все нужно будет их ломать, чтобы опыт получить больше за квест. Тут вот его буду сдать, я его не брал, этот квест. Тут вы его сдадите, идите дальше. О, видите, как взорвалась и отняла 3 хп от чувачка. И это всего лишь элитная сложность, не героическая. Тут только синие шмотки падают, а данж предназначен для белых шмоток. То есть вы должны прийти сюда в белых шмотках, чтобы получить синие шмотки. Но он вроде бы уже в синих и так дамажит. То есть в белых ему было вообще больно-больно. Данжики получаются сложные для своих уровней. Так, вот видите искры. Искры используются для крафта, не помню чего, но, короче, позволяет приручать каких-то животных. Я уже не помню, кого там именно. Я таки не включал, мне было неинтересно это. Именно это животное мне было неинтересно. Но там просто крафт не очень легкий. Нужно было
реально подумать, чтобы это сделать. Но вообще это востребовано. Стоит немало. Давайте соберем одну штучку. Так, пылающее пламя, вот. Горящего сердца. Вот, гончую лавы. А у меня это сердце уже есть. Оно, гончая лавы, появляется на героической уровне сложности. Пока здесь нет на элитном. Если верить чуваку перед этом шмоте, то он, походу, выбивал золотые шмотки на героической сложности. Я в это не верю. Я пару раз проходил на героической, и ничего там золотого я не видел. Вот. У меня какая-то херня со звуком, не знаю, почему такой ужасный звук. По скайпу разговаривать все заебись, а вот именно стримить начинаю. Ставлю максимальный там, звук, усиление 30 дБ, и там еще 15 дБ. И все равно ни хера не слышно. Кстати, да, есть такая команда, очень важная. Эллора, запятая, дай мне сил. Она усиливает тебя немножко. Блин. Дай мне сил. Вот так вот. И вот я получаю на полчаса бонус. Скорость плюс 5. Шанс добычи, то есть редкого предмета, плюс 10%. Если ты собираешь вещь из аукциона, то там платится комиссия, и она, видишь, уменьшается здесь на 50%. То есть это очень хорошее, иначе ты просто разоришься. Так, ну что, погнали, пока. Выведем его. Этого чувака убьют неосторожного. Я буду мясовать понемножку. Хотя, нет, тут его, наверное, не убьют. Ведь он сабелен на мне. В ассасине классная вещь — это миссы. Когда ты гоняешь на большой скорости, все удары идут мимо. То есть мы отлично его убили. Так, давай откажусь. Откажусь, у меня уже их полно. Сейчас пойдем на героический, ребят, наверное. Видишь, да, ребята сразу, а шмотки где? А шмотки-то и не падают, ребята. Падают, но очень редко. Надеюсь, на ОБТ шмотки будут чаще выпадать, потому что и правда можно пройти раз 5 это подземелье и не получить ни одной шмотки. Ну, скажем, нормальные шмотки. Тут нормальных шмоток, возможно, вообще нету. Я за все время получил только там буквально пару синих вещей. Даже не зеленых, просто синих. Так. Сейчас решим пойти на посложнее.
Пускай они думают, идти или нет. Но я не знаю, смогу ли я пройти их на героическом, потому что на героическом я буду реально проседать по хп. И это мне нужно будет уже реально хороший хил. Да, это был элитный и 4-я сложность. На героике 1 я вот смотрел, там значка для шмота вообще нету. Такое ощущение, что на героике 2, на героике 1 шмот вообще не выпадает. Но это не точно. Да, и везде, кроме самого первого, они для 5, а не для 3. Так, о, 15 еще один. Давайте его позовем. Так, сейчас топливо все. Пойдем сейчас все-таки. Блин, я тупанул. Неудобно, что после каждого выхода из данжа нужно, прежде чем заходить снова, открывать меню, искать данжи и сбрасывать их. Иначе вот так вот просто вы заходите по инерции туда, где вы только что были. Я же вроде как привык, но сейчас что-то совсем забыл про это. Это немножечко так раздражает. Лучше все вышли и вышли, все. Нахера тогда снова, когда все вышли, вот закидывать. Лучше бы сама сбрасывалась. Так. Вот они вроде бы выходят. Осталось только дождаться. После. Угу. Все, отлично.
Пойдем на 2. Вот видите, 0.35 и вероятности нету вообще. То есть это вероятность, так понимаю, шмоток. Кстати, я вот смотрю на ютубе, у меня картинка кадрами мелькается. То есть если у меня в игре FPS вот 20, да, 19, 20, то у вас там на ютубе FPS 5, 6, 7. Вот что не знаю, как исправить, и можно ли с моей видеохой вообще это исправить. Можете мне подсказать в комментах. Буду очень благодарен. Вот. Так, ну куда ты, чувак? Ну он тебя сожрет. Тут только я один дамаг могу наносить. О, не. Ребят, я за всех тут явно не справлюсь. Я героически только в команде проходил. В хорошей команде. 25-х левелов. Ой, тут первые же лучники, первый же босс, и нам всем кирдык. Вот кого-то уже убивает. Ну, 2 хила, конечно, это сила. Но на то, как я вижу их хил, он так себе. Брони нет, тут нужно много брони. Вот что я буду с лучниками делать сам, я вот не представляю. О, ребят, вы что? Один хил остался, слава богу. О, вот, ну тут, видите, денежки уже побольше падают. Если там падало по 30 копеек, здесь падает по серебрешке. И она делится на всю команду, правда. Чем больше людей, тем меньше ты получаешь. Ну ладно. Я буду молодцом, если я все-таки затащу. Черт, что за херня. Бля. Все, это вайп. Это сейчас меня вайпнет. По-любому. Что за херня? О, меня отхилили, отлично. Вот и все. Это то самое место вроде бы. Вайп. Тут нужен танк. Вот, теперь бегаю, видите, немножечко медленнее. Может, незаметно? Но я процентов на 20 бегу медленнее. Если еще раз умру, я буду на 50% бежать медленнее. Потом на 75. И потом вообще, я не знаю, как это. Теперь их нужно так вот по одному отагривать. Особенно мне сильно. И по одному количеству.
Даже один мне делает больно. Самый дамажный класс вообще здесь маги. Сильно они как бы быстро дамажат, но не так больно, как если маг прокастится вот полностью даст. И плюс маг бьет по области. Но типа у Сина есть уклонение, что делает его более тяжелой целью, скажем так. Обычно. В хороших руках. Вот. Прицел сам по себе живет своей жизнью. Я вообще хотел бить других, а он бьет этих. Это мне не нравится. Вот, это даже не босс, а мы уже на нем подзастряли. Так. Вот здесь вот если было бы просто 5 15 левелых мага, это было бы пройти проще. Они бы все юзали замедление и просто бы полчаса бы долбили каждого. Но они бы не умирали. А мы здесь постоянно рискуем. Вот толпа лучников, которые бьют больно. Теперь они бьют больно. Я не знаю, как что сейчас с ними делать вообще. Ну, бля. По одному они теперь не агрятся. Они теперь агрятся все вместе, толпой. И толпой нас накроют. Так, вот что нам делать, Сейчас для этого сагрим. Остальные не владели. Вот такой постоянно отхил, конечно, приятно, когда меня так хилят. Но все равно, видите, как хп приседать успевает. А это всего лишь один мечник. Это не 5 лучников, которые сейчас будут. Так. Надо попробовать. Как видите, я до сих пор не умер. Это все мои уклонения. Вы понимаете, как в принципе танковать через горящий пукан, но можно. Я просто поуклонялся от всех их стрел. Хотя кого-то, кого я не успел сагрить, буквально одной стрелой или там двумя убили.
Кстати, а вы пробовали играть с 6 вечера и где-то до 8 утра, как я сейчас? Уже до 9:30. Вот. Опа. Кто там еще живой? Я думал, они всех уже надоели. Теперь будет босс, который убивает одним ударом, ребят. Вот теперь я не знаю, что я буду еще сделать. Угу. Вот. Низ не прошел. И сейчас он всех начнет ложить. Так. Вот так вот с ним мне и остается уклоняться чисто. Это и есть техника ассасина танка. Ну, попал в меня, это плохо. Отходим, лечимся. Он бегает быстрее. А у меня энергия заканчивается со временем. Пучи. Ёбаный в рот. Почти просел. Так. Наступаем обратно. Надо поднабрать энергию. Выносливость, точнее. Оп. У меня минимально уже. Ёбаный в рот. Что он творит? Ни здоровья, ни энергии. Ух ты ж. Мать твою. Так, эту энергию восстановить-то не помню чем. Ладно. Ой, ёшкин кот. Вот вроде уворачиваюсь, а вот иногда не проходит уклонение. Даже что уклоняюсь чуть рывками. Давайте, пацаны, давайте. Покажите ему, где раки зимуют. Ух ты ж! Ах ты ж, давай! Фух. Ну все. Так, горячее сердце. У меня уже есть это все. Есть. А вот это мне надо. Но ребята пускай забирают.
Что, дать что-нибудь, нет? Нет, не дали. Ладно. Тут. Красиво попа, да? Ну так. Не супер, но нормально. Сойдет. И вот начинается полный раскач потихонечку. О, не убило. Мисс прошел, походу, для урона. Вот отброс работает, а урон, когда мисс, он не работает. Мисс, кстати, действует вроде, если не ошибаюсь, буквально полсекунды или секунду, ну полсекунды после рывка. Во время рывка он в начале рывка он ничего не действует, только там где-то в конце рывка он начинает действовать. То есть, ой, ёшкин кот, если вы рассчитываете уклониться, блять, нужно это делать заранее. Так, удивляюсь, что миссы прокатывают, потому что я очень плохо сейчас миссую. Все, энергии нету. Нужна энергия, блять. Блин, ну все. Что-то я налажал. Как всех по разным углам распидорасил. Че вы там, ничего мне не пишете? О, привет, если ты еще здесь. Дела? Нормально, сонные. Я тоже съебался на похуй. Так. Даже напишу тебе на маны. Все, погнали. Вот, надо мне как-то... Не знаю, как сделать, чтобы комменты можно было читать во время стрима, чтобы я их видел. И чтобы они мне не мешали. Сворачивать каждый раз не... Ой, что же я творю? Сворачивать каждый раз неудобно. Кстати, ребят, знаете, кто это? Это Маледи. Та, что мне нужна. Давайте мы ее захаваем. И она будет моей. Все, мазафака. Минус проблема. Ничего такая, няшка. Нормально все. Сейчас бы босса приручить еще и все. Чтобы он не уебывался.
Вот если мы одного жердяя вот так вот бьем долго, как же мы долго будем боссика бить? Так. Вот еще не нравится, что скиллы ты нажал, и прежде чем ты сможешь сделать следующий скилл, задержка несколько, секунды точно. Ну, очень большое время. И вот хочешь отскочить, а не можешь, потому что ждешь, пока анимация закончится скилла предыдущего. Вот рывки, они между собой быстро делаются. И когда ты сделал какую-нибудь там подножку, и потом пытаешься отскочить, нужно подождать секунду или две. Да, долго мы их валим вообще, долго-долго. Так. Интересно, как мне там вообще слышно. Так, секунду. Ужас. Ужас, ужас, ужас. Так, давайте вообще нахер закрою это. Все. Погнали. Может, у вас так качество будет лучше. Надеюсь. Ну кто уже умер? Вот, кто быстро посылает. Кстати, да, скиллы у меня стоят не так, как они изначально, я их переставлял специально, чтобы получалось так более-менее для PvP удобно. PvE. Да, и для PvP тоже. То есть первые два рывки, потом стан, который на героических ботов уже не действует, к сожалению. Потом удары, снова бросок вверх, потом рывки. Ну и фигня всякая. Бросок на них тоже не работает. Только рывки пашут. Уклонение. Ну и 9-й скилл, просто серия ударов и переход за спину. Открывается на 25-м левеле. Кстати, я вам скажу, Берсерк, вроде как мне показалось, он контрит всех ассасинов. А всех берсерков контрят маги. А всех магов
контрит. Ну, или не контрит, или контрит частично. Ассасин, как раз таки. Потому что я, когда вот дрался с этим чувачком, берсерком, вот всем фиолетовым, он меня очень легко убивал. Вообще, с full хп он меня убивал. Но когда он дрался с магом, таким же, маг его очень легко убивал, одним ударом буквально, залпом. А когда я дрался с магом, тем крутым, я его почти полностью убивал. И один раз даже убил. Вот. Это говорит о том, что маги слабы против ассасинов. Хотя у магов тоже дофига всяких хороших атак. Если маг в меня попадал, он меня убивал буквально 3-4 попаданиями нормальными. Если бомба, там вообще одна бомба, почти все хп. Так. Глупый сделочный вопросик. Ага. Я бы сказал бы в ритм. Ну ладно. Вот, пока что уклонение пашет нормально. И ой-ой-ой, это не очень хорошо. Так. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Лечите меня давайте, ребята. Я его еще это не выучил. Упс. А у меня энергия-то и заканчивается. Так. Выкинем энергию. Ух ты ж, ёп ты ж. Вот это ужасно. Это сейчас может быть вайп, если не успею. Но шансы есть. Так все, энергию потратить легко. Хоп, хоп, хоп. Я думал, это был удар, но ладно, это был не удар. Ой-ой-ой-ой-ой. Так, нормально, не в меня. И вот энергии опять нет, здоровья мало. Так, что это будет? Это я уклонился. Ух, классный я танк все-таки. Сам себе удивляюсь. Что там все умирает. На удар энергии не хватает уже. Так, нужно побегать. Опа. Сделал рывок и умер. Вот что-то лагануло и не прошел вниз. Хорошо, что у нас два хила, а не один. Что не могут друг друга хилить.
Ёшкин кот. То чувство, когда сейчас ты проебешь и будешь виноват ты, потому что нет энергии. Кстати. Я это сделал. Ну давайте посмотрим, что у нас там. Так. Слушай, давайте возьмем одну. Все, да? Ну ладно. Потому мало шмота, дропа. Потому что мало маленькой сложности. Из 5. Только 2. Чем больше там циферка, тем больше дропа должно быть. У нас было минимальное, походу, для дропа. Первое вообще без дропа. Можно предложить пройти еще эпический 5. Там должно быть много дропа и попроще. Но дроп не такой крутой. Ой, элитный, не эпический, извиняюсь. Так, там еще в подземке остались, наверное, костры собирают. Так, что он нам дает? Магическая защита плюс 5. Первый раз вижу того, кто давал бы магическую защиту. Вот физическая, белый грифон, понятно. Атака. Атака. Не то. Атака. Атака, атака. Ну, короче, у всех здоровье. Вот физическая защита. Угу. А если я его вставлю в шмотку вот этим камушком, то он будет давать магическую защиту все равно. Интересно. Другие меняют на физическую атаку с физической защиты. Отмена. Все, ладно. Так. Да, кстати, можете к нам в гильдию вступать. Блин, я опять тупанул, опять не скинул подземелье. Ебаный. Надо идти спать, наверное. Все-таки уже почти 10 утра. Без 6 минут.
Вот посмотрите на них, вот вы будете примерно такими же игроками в этом подземелье, в таком же шмоте, как они сейчас. Возможно, даже хуже, потому что у них есть пару золотых или фиолетовых шмоток, которые их подарили. У вас их не будет. То есть подземелье вот пройти даже на элитном, я не говорю про героический, это только что я протащил. Даже на просто элитном, как бы поначалу вообще это будет, скажем, наверное, мягко говоря, сложно, очень сложно. Так, ладно. Для кого-то вовсе нереально. И вот, максимальный дроп элитный. То есть максимум выпадения синего шмота. Шанс максимальный. Посмотрим, насколько нам повезет. Это должно быть быстрее, чем в прошлый раз, последний. На порядок быстрее должно быть. Вот, элитная стадия 5. 2 игрока трофея плюс 10, 5 игроков трофея плюс 100. Видите, увеличивается шанс. И от сложности плюс 130 сверху. Как бы. Все здесь хорошо. В плане. Ну как? Он все равно очень маленький, этот шанс. Но он красиво растет. Если в пятером проходить. Так. Прикольное имя Лора. Кстати. Мне нравится. Но моей мне чуть больше нравится. Еще может какая-нибудь Элиана. Мне нравится. Или Эллада. Не знаю, нравится эти имена на букву Э. О, видите, даже они уже разогнались. Сейчас всех порву. Расслабились. После героического это уже изи. Просто изи. После героического. Я думаю, они после героического уже и без меня это пройдут. Потому что там реально пальцы у меня попотели. Ну тут просто все подряд шмяк, шмяк, шмяк. И готово. Вообще не парюсь. Даже не смотрю, кого бьет. Куда он там бьет, туда и бьет. Дроп вроде бы есть небольшой. Здесь вообще бесстрашно. Страх все потеряли. Вот, и проходим мы очень быстро, да? Хоть максимальная сложность в элитном. Но после героического мы просто летим. То есть буквально вот 10 минут на этот данж вполне хватит, чтобы пройти. В нашем состоянии. Я уже сейчас вылечу на них. Там, с разгона. Не беспокойся о скиллах, ни о чем. Надеюсь, не пожалею. Ну да, они все, они просто падают. Просто все сыпятся. Вообще. Изи.
Ну это потому, что у меня шмат хороший. Для этого данжа слишком хороший. Что я делаю? Вот все. Даже шпигать не надо. Вот видите, тут точильные камни уже обычные совсем падают. Шмотка обычная. Не элитная никакая, обычная самая. Как бы сделать, чтобы вы еще мою музыку слышали из игры? Было бы гораздо вам интереснее. Это как-то в тишине, наверное, скучновато. А что, если я сделаю так? Возможно, вы теперь услышите, не знаю. Потом увижу. О, даже на 5-й сложности. Уже видите, гончая есть одна. Но я ее уже не приручу. Так, сердце я истратил. Как она их кусает. Просто массивного мяса сплошное. Без остановки. Режим нон-стоп. Все скиллы по КД. Вот. Вот и босс. Сейчас надо приколеться. Че, ребят? О,
Без меня все печально. Вот и все. Даже пол хп. Кто-то сгорел в лаве. Что-то Ларус такого. Когда кто-то умирает. Че, и все, это весь мозг? Так, надо по 10 раз ходить, чтоб что-то норм выполнить. Все, ребят. Я думаю, с подземельем этим хватит. Я пока не придумал, что вам дальше рассказывать. Поэтому пока что все. Думаю, завтра что-нибудь вам вечерком еще склепаю интересненького. Подключайтесь там, смотрите все дела. Все. Спасибо. Ставьте лайки, подписончики. Буду отвечать обязательно. Пока.